Кафизма переводится как седалище или как сидение, то есть это такой момент, когда можно сидеть за богослужением. Вообще псалтырь очень активно используется во время богослужения. Есть даже такая фраза, что любовь к псалтыри породила монастыри. Вообще древние богослужения, они напрочь состояли только из чтения псалтыри. Постепенно уже добавляются сочинения новозаветных авторов, то есть людей, которые жили уже после Рождества Христова. И постепенно добавляются тропари, кандаки, каноны, то есть различные такие сочинения христианских авторов. А вообще первоначальное богослужение состояло из текстов Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете есть очень много песнопений. И псалтырь, по сути, это собрание песнопений. Вот. Помимо этого есть и другие библейские песни, на основе которых был постепенно сформирован такой церковный жанр, как канон. Вот, это более сложная тема, может быть, ее нужно объяснять более подробно. Но вот, в общем, псалтырь, если кратко говоря, это основа древнего богослужения монашеского, которое сформировалось в Египте.